осень. Это самое загадочное время года. Она подкрадывается тихо и незаметно. Осеннее дуновение ветра и легкая прохлада окутывает землю еще с конца августа. А с первым сентябрьским днем все становится по-настоящему таинственным. Это время года, словно художник, раскрашивает природу в яркие цвета. У кого-то эта пора ассоциируется с наступающими холодами, плохой погодой и надоедливыми дождями. А для кого-то это же время ассоциируется с теплым светом заходящего солнца, уютными домашними вечерами и коврами из разноцветных листьев. В любом случае, осень – явление незаурядное. Но осенью все мысли летят на юг, а в голове становится тихо, пусто и неприбрано. Так где же отыскать слова, чтобы писать, что такое осень? Давно улетели на юг щебетуньи ласточки, а еще раньше, как по команде, исчезли быстрые стрижи. В осенние дни слышали ребята, как, прощаясь с милой родиной, курлыкали в небе пролетные журавли. С каким-то особым чувством долго смотрели им вслед, как будто журавли уносили с собой лето. Тихо переговариваясь, пролетели на теплый юг гуси. Готовятся к холодной зиме люди. Давно скосили рожь и пшеницу, заготовили корма скотинки, выкопали картошку, свеклу, морковь и убирают их на зиму. Снимают последний урожай капусты в огородах. Готовятся и звери к зиме. Проворная белка накопила в дупле семян, насушила отборных грибов. Маленькие мыши-полевки натаскали в норке зерен, наготовили душистого мягкого сена. Все реже, все скупее греет осеннее солнышко. Скоро начнутся первые морозы. Осень – торжество последней красоты засыпающей природы. Что такое осень? Это небо, плачущее небо под ногами. Ну вот сегодня уже 24 сентября у нас, 24 года, кстати говоря, и мы в ботаническом саду завершаем свой вегетационный период. Зачем вегетационный период завершают растения, а мы завершаем работу, которая проводится нами в этот вегетационный период. У нас идет сбор урожая, если еще что-то не убрали. А урожай это у нас не для того, чтобы, допустим, его поедать, а для того, чтобы получить семена этих растений, которые мы будем в дальнейшем размножать и так далее. Идет уборка, то есть мы что-то пересаживаем, то, что еще не пересадили, укрываем на зиму, готовимся, в общем, к зиме. Ну, растения еще, как вы видите, вот, допустим, облепиха еще зеленая, это облепиха крушиновая, вот видите, у нее еще плоды вот есть, да, вот. А остальные деревья, допустим, яблоня, она у нас уже скинула всю свою листу практически. То, что осталось, оно желтое, красное, очень красивое, конечно, на фоне голубого неба, но все это идет к завершению. Но в этом году мы выполнили несколько проектов по озеленению города. Во-первых, мы, конечно, прибрали более или менее наш участок перед институтом. У нас было очень красивое цветочное озеленение в этом году. Очень красивое. Оно было выполнено в основном с применением только настурции и колиусов. И дало очень какой-то неожиданно очень красивый результат. Затем мы выполнили работу по организации участка перед Академией наук Республики Саха-Якутии. Тут у нас есть кое-какие проблемы, они были связаны с техническими вопросами, там вопросы полива и так далее. У нас это, конечно, сложно сделать, но тем не менее в основном мы это все почистили, завершили, было цветочное озеленение. То, что у нас по каким-то причинам выпало, мы, конечно же, заменяем это все, чтобы потом уже у нас весной следующего года все это расцвело и было бы очень красиво. Еще у нас очень хорошая была
работа по озеленению улицы Можайского. Но, к сожалению, строители не смогли до конца закончить работу. И вот я не знаю, нам придется, скорее всего, уже даже после того, как земля будет более или менее даже застылая, сажать туда растения, акация. Но придется сажать с комом, потому что иначе растения вот в открытой корневой системе просто погибнут. Ну, посмотрим, либо будем заканчивать сейчас, либо же перенесем все-таки на следующий год. Кроме того, у нас были хорошие работы по поставке растений для Парка Победы. Там очень много разнообразных растений, различных видов, и тоже вот работа закончена, мы, значит, поставили, а все остальное делает уже город. Очень хорошо, прямо вот для меня так замечательно, это то, что город очень хорошо отзывается в этом году на наши, как бы сказать, и пожелания, и наши предложения. Мы в свое время предлагали очень давно разработать стандарты посадочного материала. И вот город в лице нашего мэра заключил договор с нами, точнее 3 договора у нас. Это первое по подбору ассортимента растений для озеленения. Мы предложили 3 вида. Это основной, дополнительный и ограниченный ассортимент, но это как и везде всегда. И все это предоставили полностью обоснованное для нужд города проект такой выполненный. Затем сейчас мы работаем над проектом. Это разработка показателей для стандартов посадочного материала. Она должна быть у нас на этой работе 15 октября. Мы ее сдадим, и тогда появится уже четкие представления о том, какими же параметрами должны обладать те или иные растения, чтобы быть высаженными в условиях городских. И третья наша работа, опять-таки с мэрией, это в русле вот этого всего проекта, это разработка самих стандартов. То есть стандарты должны быть установлены, уже затем они будут приняты, возможно, ну, скорее всего, потому что именно для этого мы это и делаем. И тогда у нас уже будет единообразие. А это очень важно в озеленении, когда ты четко знаешь, что ты берешь саженец, этот саженец отвечает таким-то требованиям, и он у тебя стандартный. И ты его высаживаешь, и при наличии нормального ухода получаешь красивое, хорошее растение. Вот это вот те работы, которые мы, в общем-то, сделали, завершили. Ну и, конечно, мы вели постоянно свою научную работу, самые различные вопросы решали по биоразнообразию, по экологии, ездили в экспедиции. И вот мы пришли к завершению уже полевого сезона. Затем у нас будет сезон обработки камеральной своих данных и отчеты.